На базе Остинского театра совсем недавно открылась детская школа-студия. Набор проходил все лето, в октябре двери распахнулись более чем для 100 детей. По какому принципу проходил отбор в студию и что она будет из себя представлять, нам расскажет актриса Остинского театра, куратор школы-студии Народной артистской республики Северная Осетия Алания, заслуженная артистка Южной Осетии Диана Черчесова. Диана, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите нам, какой сюрприз вас ждал после того, как вы вышли с отпуска, как это было? Да, сюрприз очень приятный. Когда мы в июле месяце уходили в очередной наш отпуск, то никто даже не догадывался, что произойдет к концу отпуска. Обычно, когда мы выходим с отпуска, то встречаемся в зале нашем, все коллеги, руководитель, радуемся друг другу, смотрим, кто загорел, кто нет. И приятная встреча. А вдруг нас просят подняться в наш репетиционный зал. У нас так назывался зал, который находится тоже в здании театра на 5-м этаже. Ну, подумали, ну что ж, зачем в репетиционный зал весь коллектив, где мы там вообще поместимся? Но когда мы вошли в зал, конечно, это был шок. Я даже не знаю, как эмоции передать. Зрительные места, кресла очень удобные, красивые, сцена, все портреты наших корифеев, старших наших актеров, огромные портреты и Тхапсаева, Геора Хугаева, Бибо Ватаева, ну, все корифеи, все наши мастера сцены. Это был шок, и это понятно, что в театре появилась дополнительная площадка для развития творчества. Малая сцена – это дополнительная площадка, где можно реализовать любые планы. Это хорошая возможность ставить спектакли малых форм, камерные спектакли и сказки для юных зрителей. Если говорить о значимости малой сцены, насколько она была важна, ведь раньше это был репетиционный зал, сейчас это дополнительная малая сцена со зрительным залом и всем техническим оснащением. Ну, со временем, конечно, дорабатывается все еще. Я по поводу оснащения свет, звук, все выстраивается, до сих пор все делается. Но уже на этой площадке у нас еженедельно проходят спектакли для наших юных зрителей. Это очень хорошо. Мы понимаем, что когда детей очень много в зале, их труднее, внимание их труднее собрать. А здесь зал рассчитан на 70 мест, и это прекрасно. Дети все слышат, все видят, сцена рядом. Это вот как спектакли с интерактивом, когда на уровне протянутой руки актеры, персонажи, которые воплощают актеры, и ребенку это интересно, это здорово. Конечно, это очень хорошее подспорье. Во всех театрах есть малые сцены, более-менее таких значимых театрах, и мы давно об этом думали, и наконец-то это воплотилось, и наш руководитель, это я же говорю, сделал это прям сюрпризом, никого, в любом случае это порадовало нас. Конечно, ему помогли люди, которые стали рядом с ним. Мы же понимаем, что это немалые материальные вложения. Театр не всегда может своими силами справляться. Поэтому спасибо, конечно, Битарову Вячеславу Зелимхановичу, который вообще к Остинскому театру, я считаю, очень хорошо относится, и мы очень довольны. Насколько важно, чтобы социально направленный бизнес принимал участие в культурной жизни Осетии, тем самым внося свой вклад в развитие остинского искусства? Я считаю, что может быть, сейчас, конечно, нелегкие времена и для бизнеса настали, мы все понимаем, но только рассчитывать на поддержку государства, такие масштабные спектакли, такие масштабные мероприятия, не всегда получаются. Конечно, нужна бывает какая-то помощь, нужна подспорье какое-то, и в этом, конечно, мы благодарны тем, кто действительно нам помогает и рядом всегда находится, любит Остинский театр. Мы бы рады были, чтобы вообще
на это обратили больше внимания. Ну, я согласна с вами, потому что на самом деле Остинский театр — это визитная карточка Владикавказа и Северной Осетии. Это национальное достояние. Ну, опять-таки, поймите меня правильно, пусть поймут меня все другие коллективы. Театры есть во всех городах, более-менее себя считающими городами в основном есть. Но вы же понимаете, что Остинский театр, он единственный. Вот такого нету больше в мире. Остинский государственный академический театр, он в мире один. Как бы мы не пытались поднять свою планку, но она действительно высоко поднята нашими старшими, нашими уважаемыми корифеями, которые, к сожалению, некоторые ушли, и царство им небесное. И, конечно, спасибо всем тем, кто еще рядом с нами, из наших старших. Они уровень Остинского театра, конечно, подняли до такой степени, что у нас нет другого варианта и права быть ниже уровнем. Мы стараемся. С чем связана была необходимость создания национальной школы-студии и в чем принципиальное ее отличие от театрального кружка? Конечно, в этой студии была большая необходимость, как выяснилось. Попытка, не то что попытка, студия когда-то еще в Остинском театре была. Но несколько лет назад, конечно, это было под эгидой СТД РСО Алании, Союза театральных деятелей, и она просуществовала 2,5 года. Благополучно ребята, которые учились в этой студии, сегодня работают рядом с нами, закончили театральные вузы, сейчас вернулись в Остинский театр, и это очень хорошо. Но осетинской студии, увы, давно уже не было. То есть последняя студия, именно студия была отправлена, я года сейчас точно не могу сказать, но вот ребята вернулись, и это было уже, по крайней мере, наверное, лет 10 назад, если я не ошибаюсь, примерно. И вот, наконец, в этом году Гиви Давидович, наш руководитель, он добился того, что Щукинское училище московское нам предоставило 10 бюджетных мест. Это просто, на сегодняшний день, вы сами понимаете, когда все бюджетные места везде сокращаются, и это прекрасная возможность отправить национальную студию, чтобы пополнить ряды наших молодых актеров, пустить новую кровь. И с чем же мы столкнулись? Как это не печально, но в Осетии мы не смогли набрать 10 осетиноговорящих молодых людей, талантливых к тому же еще, да. Были отборы, были туры, были ребята хорошие, приходило очень много людей, но проблема с языком была, да. А мы же понимаем, что человек, который сегодня еле-еле как-то владеет языком остинским, то, проучившись 5 лет в Москве, даже эти навыки могут быть утеряны. Поэтому искали, конечно, ребят, которые твердо, уверенно разговаривают на остинском, понимают, думают на остинском. Но, увы, этого не получилось. Были ребята, я не скажу, что прям, чтобы отправить полноценную студию, не было такой возможности. Ребята поступили в университет, там есть Остинская студия именно для Остинского театра. И спасибо, что их приняли, работают, учатся. Конечно, это наше будущее, мы тоже смотрим, наблюдаем за этим. Но мы поняли, что нам надо готовить ребят самим. Да, Гиви Давидович меня позвал, зная, что у меня есть опыт работы со студией, предыдущей, он попросил, говорит, может, что-то мы вместе, давай попробуем. Инициатива исходила от него, конечно.
Ну, я поддержала в любом случае. Конечно, поддержали все педагоги, к кому мы обратились, наши актеры. А обратились мы к, конечно, именитым, достойным актерам, но помимо этого еще люди, которые имеют большой педагогический опыт в этом. Потому что это немаловажно. Можно быть хорошим актером, но как педагог не всегда все получается. А вот эти люди, они действительно они имеют большой опыт за спиной, работы и в школах, в вузах, в каких-то кружках. Ну, это обязательно, наше условие обязательное было. Вы еще спрашивали, в чем отличие от школы-студии от Театрального кружка, театрального кружка. Да, мы знаем, что сейчас очень много и в клубных учреждениях есть театральные кружки, народные театры. Это все прекрасно, это хорошо. Но что мы делаем, когда приходим заниматься в драм-кружок, да, как мы их называли, драм-кружок? То есть берем какую-то пьеску, сказку, ну, если это дети, что-то, если это взрослее, разбираем, смотрим, показываем. Вот здесь встал, тут сказал, там повернулся, развернулся, попрыгал, поскакал. Ой, как хорошо получилось, все гениально. И рады, и все счастливы, и в том числе те ребята, которые задействованы. Что ж такое школа-студия? Это реально школа, это обучение. Это не просто так. Программа рассчитана, ну, не как в вузах на 5 лет, конечно, но немало, на 3 года. То есть это обучение по всем дисциплинам, которые изучаются в театральных вузах. Ну, какие-то дисциплины и кто преподает? Преподают, ну, я скажу о преподавателях тоже отдельно, преподают, я же сказала, наши корифеи, а также и молодежь. И еще у нас такая договоренность, такая небольшая хитрость с Гиви Давидовичем, что преподавать как бы вот все 3 года не будут одни и те же педагоги, то есть педагоги будут периодически меняться. Это для того, чтобы все-таки каждый педагог дает что-то свое еще, помимо общих знаний. И это очень хорошо. Когда по мастерству актера сперва у одного актера поучились, у второго, у третьего, у каждого чего-то, также и по худслову, также и по речи. Поэтому, то есть те педагоги, которые сейчас работают, это не значит, что это все вот только они, нет. Все актеры театра, я считаю, так должно быть, будут задействованы. Просто сейчас вот начало труднее, это на самом деле сложнее. Поэтому вот мы попросили Замиру Бексултановну Меликову, это народная артистка нашей республики, заслуженная артистка Российской Федерации. У нее громаднейший опыт работы в школах, в колледже культуры, ну, с детьми в любом случае. По мастерству актера у нас 3 группы, ребят 3 группы, то есть это младшая, средняя и старшая. И также у нас педагоги по группам. Это Албегова Лариса Константиновна, тоже заслуженная артистка нашей республики. Это Михаил Михайлович Туаев. Это молодые ребята Гуцаев Тамерлан, Хосонова Фатима. Кстати, выпускница вот этой нашей первой студии, да. И по технике речи, вот помимо Замиры Бексултановны, ну, я сама еще преподаю одной группе, потом Ванеев Валерий Хасанович. По сцен-движению тоже у нас также задействованы тот же Тамерлан Гуцаев, Миша Туаев, Владимир Поростаев. Это те ребята, которые действительно, ну, и сами умеют двигаться, и безопасно научат детей этому. Это тоже немаловажно. Помимо этого у нас есть еще занятия по вокалу. Это Бекоев Вано преподает, также и Мурат Плиев, они вместе. У нас есть занятия по изобразительному искусству. То есть с этим тоже знакомим ребят. Это Валиева Лариса Атараевна. Помимо этого у нас еще есть такие дисциплины теоретические, то есть не вот практические, а теоретические дисциплины, как история театра, история Остинского театра, там, национальная культура,
К этому мы подключили Анжелу Таймуразовну Тибилову, это тоже актриса нашего театра, заслуженная артистка нашей республики. Она кандидат педагогических наук, кстати, тоже, что немаловажно, потому что я же говорю, что к детям мы, как говорится, отбираем лучших. Но это заметно, они с таким большим удовольствием бежали на занятия, что я была сама удивлена. Да, вы понимаете, что мы занимаемся только В чем третью секрет? неделю. В чем секрет? Но им интересно, мы это все делаем в игровой форме. То есть это школа, но они не сидят за партами, они не поднимают ручки отвечать. Это все делается, с ними общаются как с равными. То есть мы занимаемся искусством, а не просто записываем конспекты и что-то учим. Конечно, это где-то, может, тоже надо в какой-то момент, но с малышами так не проходит. Вы же видели, как они... Раз танец, то надо еще и попрыгать, валяться где-то. Ну, а что делать? Постепенно всему научатся. Вот танец, кстати, тоже у нас прекрасный преподаватель. Это Скотаева Оксана Феликсовна. Ну, в общем, я не знаю, вроде бы я всех вспомнила. В любом случае, я же говорю, это еще не все. Педагогов мы будем еще подключать наших актеров. Сколько детей занимаются в вашей студии? Изначально в студию к нам пришли более 100 человек. Отбора как такового не было. Мы сразу родителям сообщили, что делать сейчас отбор, когда ребенок приходит на экзамен или на какую-то комиссию, он просто может зажаться, он просто застеснялся, незнакомые люди, он просто свой потенциал не покажет, не раскроется. Зачем ущемлять детей? Поэтому мы вот этот первый месяц сказали, что будет как испытательный. То есть у каждого ребенка есть равные возможности раскрыться, показать, на что он способен и что он умеет. Ну, сейчас я считаю, что ребята, да, отсеялось некоторое количество людей, но это, как сказать, технические моменты, потому что многие ребята занимаются во вторую смену в школе. У нас нет возможности заниматься в 2 смены. То есть, все педагоги из здания театра, они в первой половине дня всегда заняты своей основной работой. И поэтому те ребята, которые остались, а их около 60 человек, они, я думаю, все-таки будут заниматься и дойдем до конца. На ваш профессиональный взгляд, все ли дети в будущем станут актерами, и навыки, которые они получат здесь, пригодятся им в жизни? Ну, конечно, все дети актерами не станут. И не надо. Если из этих 60 человек 10 человек пойдут в актеры, 5 человек, этого вполне достаточно, это хорошо. Это хорошо. Ну, отлично, если все вдруг ринутся. Но те навыки, те умения, которые они получат, учась в этой школе, это бесценно. Это то, что в жизни, в любой профессии всегда пригодится. Умение красиво себя поддать, умение красиво, четко и ясно говорить, красиво двигаться, красиво танцевать. В любом случае, вы же понимаете, в любой профессии, публичное или не публичное, будучи педагогом, будучи врачом, любую профессию возьмите, и где ж помешает тот навык, когда человек умеет себя красиво преподнести и при этом донести свою мысль ясной, красивой, поставленной речью. И еще помимо этого получить музыкальное образование, и еще помимо этого разбираться в художественном искусстве. Да, я считаю, что это большой плюс для каждого ребенка. Диана, скажите, пожалуйста, школа-студия, она бесплатная для детишек? Да, школа-студия для детишек совершенно бесплатна. Совершенно. И это было одно из основных наших желаний таких. Но вы же понимаете, чтобы воплотить это желание... Нужны средства. Да, нужны опять-таки средства, да. Поэтому опять-таки Гиви Давидович обратился
к людям, которые неравнодушны к этому, люди, которые поддерживают развитие остинской культуры, остинской литературы, остинской речи, сохранение наших языковых традиций и остальных традиций тоже. Опять-таки, это и Вячеслав Зелимханович, он всегда к Остинскому театру относился очень хорошо, и сейчас нам помогает, и мы рады. Диана, насколько важно сегодня воспитание и развитие творческого ребенка посредством остинской культуры и языка? Это очень важно нашей молодежи, нашим детям. Сейчас, слава богу, очень много нынешней молодежи, очень много ребят, которые обратили свое внимание к своим истокам. Я это очень приветствую, я же говорю, я так ревностно отношусь к этому, если честно. Я очень люблю, когда уважаешь свою нацию, уважаешь свою культуру. Для меня этот человек действительно вызывает большое уважение, а не так, что, пресловутая фраза 90-х годов, постсоветские времена, когда все это было растеряно, потеряно, и где остинский язык нужен дальше Ильхотова. Не все же мы поедем дальше Ильхотова, да? Кто-то же здесь тоже должен остаться. Я всегда за то, я сколько себя знаю и как могу, тоже в этом помогаю. Всегда какие-то проекты там переводили, озвучиваю мультфильмов на остинский язык, какие-то словари, какие-то учебные пособия. Всегда в этом принимаю участие, поэтому я считаю своим долгом это. И для детей это, конечно, необходимо. К сожалению, сейчас нынешние родители, скажем так, не то, что глобально, но мы же понимаем, что это дети 90-х. То есть дети, которые родились в 90-х, они сейчас стали родителями. И, к сожалению, когда они учились, был провал такой у нас, что мы будем скрывать, что, или не до этого было, были какие-то другие социальные проблемы, что стоило выжить в эти годы, а эта культура, язык, традиции, все немного уходили на второй план. И эти ребята подросли, выросли, стали родителями, и они хотят, но не всегда сами могут. Я сейчас сталкиваюсь с родителями, очень большое количество, они сами не разговаривают на остинском. А как же ребенка, невозможно его за 2 часа в школе и 2 часа в студии научить полностью все, чему должны. Поэтому мы стараемся работать в тандеме, мы стараемся им дать все возможные такие знания фундаментальные, которые основные. Конечно, родители дома должны, я даже попросила, чтобы вы сделали какие-то карты, как сказать, это для ребенка, древо, да, как у нас есть у каждой фамилии, по крайней мере, стараются некоторые фамилии, это древо создать, то есть предки, как зовут, многие дети даже не знают, как дедушку зовут, не должно быть так. Не должно. Я отношусь к тому поколению еще, слава богу, которое и дедушек помнят. Я застала и прадедушку, и прабабушку, и слава богу, я этим очень горда, и они мне очень много дали в жизни. На самом деле, та мудрость, те умения, знания какие-то, что я где-то, как говорится, сейчас использую, это все от моих предков. Но так как этим ребятам не повезло с тем, что к сожалению, сейчас дома не все могут это предоставить ребенку, мы будем стараться этот пробел восполнить. Обучать традициям, обучать языку, обучать нашей национальной культуре, потому что приоритет нашего обучения на остинском языке, остинские танцы, остинская драматургия, естественно, и мировая классика, и русская классика, все это включительно, но в приоритете национальное. Диана, я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в студию. До новых встреч. Спасибо большое, с удовольствием. Эту тему я готова озвучивать и вместе с нашими детишками, ребятами расти и показывать наш рост. Спасибо. Всего доброго. С высоты более 3000 метров, где скованное холодом время течет медленнее.
сквозь толщу гор. Каждая капля воды Твау несет частичку первозданной чистоты.